У таджиков большое и доброе сердце. Досмотрите это видео до конца, и мы вам это докажем. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. А начать мы хотим с истории обычного учителя из Таджикистана, которая очень хорошо описывает душу таджиков. Василий Гусаров – заслуженный инженер-строитель и учитель, но несмотря на свои заслуги перед Отечеством, он вынужден ютиться в маленькой комнатке, общежития без света и элементарных условий. А все потому, что он одинок, и из-за него некому заступиться. Сам он устал обивать пороги чиновников в бесконечных просьбах хоть немного улучшить свои жилищные условия. Василию Федоровичу в этом году исполнилось 68 лет. Мытарства по общежитиям у него начались с 1996 года, тогда по семейным обстоятельствам ему пришлось продать свою квартиру в Худжанде, а на вырученные деньги отправить бывшую жену в Россию. По завещанию ему должна была достаться другая квартира, но, как рассказал Василий Федорович, тогда обманным путем эта жилплощадь перешла к чужим людям. Мужчину попросту обманули, воспользовавшись его наивностью и беспомощностью. Рядом не оказалось человека, который мог бы ему помочь. В то время жертвами квартирных махинаций оказались многие одинокие русские жители. В течение 2 лет мужчина бомжевал и скитался по улицам. Об этом даже писали местные газеты. Василия Федоровича приглашали работать во многие учебные заведения, школы, гимназии, ПТУ и институты. Жил в пришкольных общежитиях и подсобках. Он преподавал физкультуру и был инструктором-методистом. С детьми ездил на спортивные соревнования и занимал призовые места. Помимо уроков он также занимался с детьми с нарушениями двигательных функций, поскольку владеет навыками лечебной гимнастики и массажа. Сейчас Василий Гусаров живет в маленькой комнатке в общежитии номер 7. Получил он ее несколько лет тому назад, оббивая пороги хукумата. Из-за того, что большую часть своей жизни он проводил в стенах школы, то толком и не жил в своей комнате. За это время туда успели вселиться другие люди, а мужчине не было времени воевать и отстаивать свои права. Вернулся он домой в прошлом году, когда из-за пандемии его просто не вызвали обратно в школу. Ему, можно сказать, повезло. Женщину, что незаконно проживала в его комнате, осудили. Прошлые жильцы оставили большие долги по электричеству, и сейчас комната полностью обесточена. Также Василий Федорович получает небольшую пенсию, и еще ему обещали выплачивать пособие для малоимущих 120 самани. Чтобы доказать, что он действительно малоимущий, ему пришлось долгое время обращаться в различные инстанции. А как вы относитесь к такой истории? Знаете ли вы подобные? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Статья, которая вышла в местных таджикских СМИ про одинокого русского учителя Василия Гусарова, затронула сердца многих таджиков. Сразу начали обращаться люди: напишите его контакты, как ему можно помочь. Я бы хотела забрать его к себе, писали неравнодушные люди. Сразу же после публикации материала по многочисленным просьбам читателей была открыта карта на имя Василия Федоровича. Некоторые захотели помочь учителю лично. Одна добрая девушка тут же откликнулась и подарила ему спортивный костюм и кроссовки, о которых он так долго мечтал. Сейчас Василий Федорович встречает своих гостей в светлой отремонтированной комнате. Выглядит бодрячком. Любит смотреть мелодрамы, коллекцию которых вместе с DVD-плеером приобрели ему добрые жители Худжанда. Эти же люди сделали ему ремонт и купили всю необходимую мебель, установили водонагреватель, умывальник и унитаз. Мы не хотели бы раскрывать, кто мы, нас очень задела судьба Василия Федоровича, и мы от чистого сердца решили ему помочь. Хотелось бы, чтобы в нашей жизни было больше добрых, отзывчивых и неравнодушных людей. Пусть цепочка добра не разрывается, отметили молодые люди. Я впервые за долгие годы поверил в чудо. Я всегда старался не унывать, занимался спортом, но в какой-то момент почувствовал полное отчаяние. И именно в это время мне на помощь пришли добрые люди. До сих пор неудобно, но не привык я к такому вниманию и заботе, признается учитель. От всего сердца благодарю всех. На окне у Василия Федоровича висит баскетбольный мяч, который он приобрел, чтобы играть с детьми. Именно общение с детьми и людьми – это то, без чего он не представляет свою жизнь. А еще он не может без спорта. Он встает в 5 утра и начинает день с физических упражнений, занимается скандинавской ходьбой, с палками для укрепления мускулатуры и сохранения спортивной формы. Вот недавно звонили дети со школы номер 9, где я в последний раз преподавал физкультуру. Хотят, чтобы я вернулся, рассказывает Василий Федорович. Я бы с радостью, если бы меня пригласили. Еще мне предложили работать на стадионе массажистом. Сейчас вот хочу пройти курсы массажа, чтобы получить сертификат, без которого на работу не примут. К слову, Василий Федорович владеет навыками лечебной гимнастики и массажа и раньше занимался с детьми. Сейчас он говорит, что его жизнь налаживается, и все благодаря добрым таджикам. А как вы относитесь к такой ситуации, на то, как на это отреагировали люди? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все.
оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!